Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». Дорогие крымчане, поздравляю вас с новым 2016 годом. И пока в Крыму неразбериха, где русские, а где нагаи, мы переходим к новостям. Псевдоглава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году Крыму не дали ни копейки на развитие. Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да? РФ готова покупать для Крыма украинскую электроэнергию. Подождите, а как же обещанная 2-я, 3-я и 127-я линия энергомоста? Видимо, письмо Деду Морозу, на которое возлагали все надежды, отправили через Почту России. Владимир Константинов и Сергей Аксенов подвели итоги 2015 года. Наши журналисты выяснили, как это было. Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Теперь к главным новостям. Аксенов заявил, что не боится блокады интернета. Товарищ, Крым как бы терпел энергоблокаду, продуктовую блокаду, но ведь это интернет. Вы уверены? Давайте посмотрим, к чему это может привести. Это же вас теперь никто в Твиттере не прочитает. И в Фейсбуке никто аватарку не лайкнет. А вы не боитесь, что люди начнут общаться между собой и думать головой? Вернемся к новогоднему столу. Крымчанам обещают самый дешевый салат оливье. В этот салат войдут такие продукты, которые крымчане могут себе позволить. Вот, например, или усоль. К сожалению, эфир нашей передачи не позволяет вспомнить все крымские продукты. В Крыму показали, как, может быть, будет выглядеть аэропорт. А может и не будет. В планах у правительства показать, как, может быть, будет выглядеть хорошая зарплата госслужащих, как, может быть, будут выглядеть пенсии, как, может быть, будет выглядеть хорошая жизнь в России. Но зато уже мы можем лицезреть, как выглядят дачи Аксенова, Константинова и пока что земельный участок Заура Смирнова. Ты не знаешь, какие продукты крымчане могут себе позволить к новогоднему столу? Ну, соль. Ведь я уже говорил. Ну, значит, все. Всем крымчанам на Новый год сделали подарок. Часть маршрута поезда Симферополь-Москва придется ехать на автобусе, но это не вся новость. Также часть маршрута придется пройти через границу, затем перебраться через Керченский пролив и уже потом попасть в саму Москву. К новостям туризма. В новом 2016 году курортной отрасли Крыма нужна революция. Так называемый прокурор Крыма сразу отреагировал на эти экстремистские призывы к революции с фразой «Да я все могу», а мы видели на Ютубе, она многое может. Наталья Поклонская завела уголовное дело, кто мог подумать, на курортную отрасль. Как вы понимаете, ее мы в Крыму еще не скоро увидим. Скандальное заявление. Александр Глебович Невзоров предложил заменить Аксенова симпатичной таксой. Но вообще с таким предложением нужно идти к Владимиру Владимировичу Путину, он устанавливает таксу. Ну а если серьезно, то мы считаем, что господин Невзоров правильно сделал, что уже извинился за это высказывание перед всеми таксами. И раз уж на то пошло, лучше бы вы заменили таксой не Аксенова, а, к примеру, Керченский мост одной длинной, шестиполосной, долгожданной таксой. И раз уж заменять Аксенова, давайте менять всех. Новая волна неудач настигла крымчан. Теперь им придется выплачивать долги украинским банкам. Но Владимир Константинов категорически против такого решения. Он в Россию-то переходил, только чтобы эти кредиты не выплачивать. Ну да бог с ним. У нас есть новость посерьезней. Траты на Керченский мост выросли на 9 миллиардов. Не успели начать,
как затраты сразу... Так, стоп. А ну-ка еще раз. Крымчанам, в том числе и Константинову, придется выплатить долги украинским банкам. Траты на Керченский мост выросли на 9 миллиардов. Товарищ спикер, вы хотя бы подождали пару дней. Что же вы так палитесь-то? Кстати, недавно господин Константинов анонсировал футбольный матч между Госсоветом и Совмином. Цитирую. «Будет серьезная заруба. Видимо, крымское правительство слепо, раз не видит других дел, кроме футбола. Как же вы тогда в футбол играете? Давайте посмотрим». Må ta senter, da. Ja, kom igjen. Bra. Jeg er fri foran mål jeg nå snart. Товарищ Константинов, мы предлагаем вам не ограничиваться футболом, а заняться еще и боксом. Между Госсоветом и Совмином можете даже стенка на стенку. А главное, помните, если вас ударили по правой щеке, подставьте левую, а потом опять правую, а потом опять левую, а потом опять правую, а потом левую. А если закончатся спарринг-партнеры, тогда приезжайте к нам. Здесь много желающих с вами потренироваться, не сомневайтесь. Тренировки начнутся еще на Чангаре. На сегодня это все. И я желаю вам следующий год встретить на 1 час позже, чем в России. И с вами была информационно-паралитическая программа «Нам крыш Ньюс». И я, ее ведущий Михайло Кукуюк. Все буде добре.